Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Вокруг комплекса правительственных зданий сооружают железный забор, общество возмущается. Тем временем в Грузия приняла закон об иноагентах, и совсем недавно премьер-министр Кобахидзе заявил о том, что к 30 году Грузия вступит в Евросоюз вместе с братскими абхазскими и юго-осетинскими народами. В общем, у нас в гостях сегодня Илья Гуня. Илья, добрый день. Мы об этом будем говорить, о нынешней ситуации. В принципе, совсем скоро. Меньше 9 месяцев осталось до президентских выборов, и вот сейчас забор вокруг президентского дворца там высокий сооружают, пока не до конца не довели до ума. И некоторые говорят, это, наверное, к президентским выборам, но у нас, в принципе, президентским чего выборам, если ЦИК у нас принимает решение, да, с одной стороны. С другой стороны, большинство все-таки думает, забор сооружен для определенной цели, то есть какие-то непопулярные законы будут приниматься, и здесь вот всякие теории там каких-то заговоров, конечно, в голову идут, и параллели, безусловно, у меня возникают в связи с этим, там, допустим, какие-то вещи, связанные с тем, что в Грузии там происходит, да. Я все-таки хотел бы, чтобы ты начал, а потом уже мы, наверное, как бы вот поразмышляли над тем, что сейчас происходит. Добрый вечер, Инал. Я бы, конечно, не говорил, что постройка забора вокруг правительственных зданий как-то связано с событиями в Грузии, да, это вот, думаю, никак это не связано с этим. Те могли отбиться или не отбиться, но это, по крайней мере, не Грузия к нашему забору никакого отношения не имеет. И тем более, я думаю, как сказал представитель президента в парламенте, также этот забор не имеет отношения к безопасности, к национальной безопасности. Совершенно. Забор – это олицетворение. Мы прекрасно понимаем, почему, откуда появился забор. Забор появился, прежде всего, это испуг власти. Прежде всего, это абсолютно. И почему? Потому что власть прекрасно понимает, что за этот период времени не было сделано абсолютно, фактически ничего, скажем так, популярного для того, чтобы народ Абхазии, люди и вообще государство двигалось по какому-то там обещанному пути, скажем так. По крайней мере, обещанному пути, да, обещанному. И поэтому власть понимает, что за этот период времени все инициативы, которые она выносила, и тот же вопрос Пицунды, и тот же вопрос об апартаментах, вопрос об иноагентах и многое-многое другое, да, все это вещи непопулярные, ничего общего не имеющие со строительством там нашего государства, с хорошей жизнью, да, обеспечением там социальной и прочей жизнью наших людей. Поэтому, понимая это, они понимают, что негатив существует, и огородились забором. Вещь совершенно простая. Но негатив за прошлое, я не думаю, что сейчас огораживается. Прошлое уже как бы было. У нас будут те вопросы, о которых я говорю, да, они же не закончены, эти вопросы. То есть еще будут рассматривать непопулярные вещи, не принимаемые людьми, не принимаемые народом, и поэтому, скорее всего, власть огородилась. Тем не менее, вопрос, как вот забор стоит, мне кажется, вообще для меня это символично, как бы по-другому. Мы долгие годы как бы вообще хвалились, что при всем нашем таком как бы бардаке в государстве
Тем не менее, у нас одна вещь была, которая такая, даже иногда становилась предметом гордости, по крайней мере для меня, когда можно было сформулировать состояние народовластия, да, в стране, когда любой гражданин может, как бы, любая власть, абхазская власть находится на расстоянии вытянутой руки для своих граждан. То есть каждый мог попасть там, к президенту, там, правительству, к любому министру, премьер-министру. Сегодня уже вот за этим забором уже возникают проблемы. То есть вот этой горизонтальной связи между властью и гражданином создали огромную проблему в виде, то есть, по крайней мере, она уже как бы так в мозгу стоит, что, ребята, здесь, чтобы туда пройти, надо там как бы иметь как бы обоснование, там жесткое обоснование, чтобы ты туда попал. С другой стороны, понимаешь, вообще настораживает то, что вообще заборы у нас строят. У нас власть вместо того, чтобы объяснять свои там позиции или те или иные вещи, как-то как бы реагировать на них публично, да, вот она выстраивает забор. То есть я вот специально смотрел, вот в Грузии происходят вот такие события, очень много чего там комментируется в связи с этим, связанное с Абхазией. Пару раз давал комментарий глава Совбеза Сергей Шамба. И все. Больше никаких телодвижений в этом направлении нет. Между тем, вот последнее, что было, это вот в День независимости Грузии Кобахидзе, премьер-министр, выступал и заявил, и цитата там, сейчас не ручаюсь за дословность, но смысл такой, что вот мы к 30-му году войдем в Евросоюз вместе с Абхазией и Южной Осетией. У нас в этом плане, ладно, сказал и сказал, у них обычно в этот день грузинские политики говорят приятные уху там, своим гражданам вещи, иногда совершенно неисполнимые, но тем не менее в контексте происходящих событий, в контексте тех как бы слухов и всякого рода экспертной оценки, которая там увязывает вот принятие закона об иноагентах с тем, что идет достаточно серьезное сближение между Тбилиси и Москвой, и там в этом контексте, в общем-то, главный приз, наверное, вот как бы объединение, вхождение в некий союз Грузии, Абхазии и Южной Осетии, конечно же, это вот как-то настораживает. Но реакции я с абхазской стороны не вижу. Да, ладно, мы говорили, опять же, только грузины говорили, но я открою интернет, и очень много всяких комментариев по этому поводу и в русских медиа, в российских медиа по этому поводу. Почему так происходит, что у нас власть вообще так, как бы, молчанку такую играет? Власть не играет в молчанку, просто власть выбрала, мне кажется, другой путь, да, вот не путь переговоров, не путь там обсуждения внешней политики, да, мы здесь сегодня, давайте вот за последнее время, чем мы занимаемся всего лишь куплей-продажей, да, мы занимаемся как риэлторская компания, занимаемся поиском земель, домов отдыха, апартаментов, строительства. То есть это никак не связано с внешней политикой. Поэтому у нас и не звучит, и за это время, в принципе, я не помню, чтобы кто-то поднимал такие темы, как, допустим, взаимоотношения там Абхазии с Грузией, переговорный процесс, да, который у нас всегда был. Мы были в свое время, я хочу напомнить, что мы были вообще стороной переговоров. Да. На данный этап времени мы даже не являемся стороной переговоров в грузино-абхазском конфликте. Поэтому и у нас вообще-то этим вопросом должно заниматься целое ведомство, это Министерство иностранных дел, но, к сожалению,
ну, заниматься некому, потому что целое ведомство, его практически нет. Я не вижу Министерство иностранных дел в том виде, в каком оно должно вообще существовать. Ну, да? внешнюю политику в реальности формирует президент. Формирует президент, но исполняет и приводит, воплощает в жизнь Министерство иностранных дел. Этого нет совершенно. Мы почему-то положились там на то, что у нас есть стратегический партнер, он занимается как бы внешней политикой, да, вот, а нам это все неинтересно. Сейчас в последнее время, о чем вы говорите, что там и в обществе звучат, вот у России, там, Грузии налаживаются отношения, это негативно влияет на нас, ну, возможно, негативно повлияет на нас, вдруг Россия с Грузией договорится. Да, конечно же, Грузия и Россия будет выстраивать свои взаимоотношения. Это естественный процесс, от которого, ну, который рано или поздно будет происходить. Вопрос не в том, что они выстраивают свои отношения, а вопрос совершенно в другом. В том, что мы не выстраиваем никаких отношений. Мы не поднимаем никаких вопросов, даже, ну, хотя бы, если улучшились отношения между Россией и Грузией, то мы могли хотя бы поднять вопрос о том, чтобы снять или пересмотреть закон об оккупированных территориях. Хотя бы. Мы даже не озвучиваем наши интересы. Их никто не слышит. Не то, что внешний периметр, а даже мы внутри себя не озвучиваем этой темы. Когда вы видели, что последний раз политики обсуждали такие вещи, когда обсуждали, допустим, взаимоотношения там, экономические, хотя бы, да, мы же говорили в свое время, если вы помните, у нас даже, по-моему, мы передачу проводили, да, когда говорили, что хороший период для того, чтобы поговорить о транзите, да. Мы и это время упустили. У нас нет ни транзита, ни экономических связей. Мы политически не ведем никакой диалог. А к чему мы должны прийти? У нас какая задача? Да? Задача это признание, это регулирование отношений Абхазии и Грузии. Но это же не приходит само, да? Над этим надо работать. И работа должна быть ежедневной. Это не происходит. Вся проблема. Мы все увязли совершенно в другом. Мы все увязли в зарабатывании денег, скажем так, и продаже активов государства. Вот основные активы мы должны сегодня продать, отдать, найти, привести сюда олигархат, заработать денег, да. А кто мы будем в этом мире? Кто-нибудь задумывался? Ну, мне кажется, вот в этой нашей пассивности мы прежде всего сами виноваты. И я помню, допустим, вот Астамур Таня, наш постоянный эксперт, он не даст соврать, он был участником этих грузино-абхазских переговоров еще при Владиславе Арзенбе, когда активно наша внешняя политическая деятельность была весьма активной вот в этом треке, в грузинском направлении, да, то есть и у нас в этом плане у общества как бы вот сами переговоры не вызывали каких-то опасений, что мы там что-то там Абхазия как бы как-то уступит, то есть наши переговорщики уступят свои какие-то позиции и так далее. Но потом уже после 2008 года, когда вот как бы этот процесс был как бы пересмотрен в связи с признанием, да, там и уходом, сворачиванием миссии ООН, и там уже создалась Женевская площадка, где мы, к сожалению, не являемся стороной, представлены в личном качестве. Тем не менее, вот пошла такая тенденция, любая попытка вывести на какие-то, может быть, прямые переговоры грузино-абхазские, да, она в штыки воспринималась изнутри. Как мы будем с грузинами разговаривать, да, там, ну вот это и сейчас тоже происходит, и в итоге как бы общество, ну за эти сколько, 15-16 лет, да, общество привыкло, что это очень плохо с грузинами разговаривать, хотя раньше мы как-то разговаривали, то есть переговоры вели,
А потом нет. И эта мысль уже, то есть если мы с грузинами не разговариваем, значит, потом уже так происходило, что мы тихо начинали вот эту внешнюю политическую свою деятельность, вот этот трек делегировать, вот, типа, вот Москва будет решать и так далее, там, пусть она вот что-то, мы союзники и так далее. Но и в итоге, в общем-то, сейчас мы дошли до такой ситуации, когда мы думаем, блин, они ж сейчас эти, как вот Тбилиси там с Россией сближается, да, а что там будет, а мы вообще не в курсе, да, то есть всего. А может, мы и в курсе, но просто уже по инерции сложившейся, да, то есть власти очень побаиваются, может быть, говорить. То есть достаточно такая странная ситуация, в которую мы попали, да, когда у нас должна быть весьма активная внешнеполитическая деятельность, но на нас давят комплексы какие-то, да. И я, кстати говоря, не считаю, что нынешняя ситуация весьма плоха. Мне кажется, в любой ситуации есть как положительные, так и отрицательные, плохие возможности. Да? Главное вот эти хорошие возможности использовать для себя. Но мы же в этом плане инертны, в общем-то. Ничего не делаем. И мне кажется, я думаю, есть даже плюсы от того, что вот идет некое сближение между России и Грузии, с одной стороны. С другой стороны, может быть, есть как бы возможность как-то что-то изменить. Вот ты говорил о законе об оккупированных территориях. Но я добавил бы, что параллельно с этим ухудшаются отношения. Вот насколько улучшаются отношения между Москвой и Тбилиси, настолько же ухудшаются отношения между Москвой и Брюсселем, там, Вашингтоном и так далее. Да, то есть чем больше туда улучшается, тем как бы столько же ухудшается между Тбилиси и Брюсселем, Тбилиси и Вашингтоном. И учитывая, что мы находимся под санкциями, вот как бы и Брюссель, по крайней мере, Евросоюз признает закон об оккупированных территориях, как он написан, то есть все его статьи как бы признает, и санкции на нас распространяются, вот можно было бы вот играть на этом треке уже активную позицию, там, допустим, нашу, там, в каких-то там переговорах с еврочиновниками и так далее, о том, чтобы вот эти санкции как-то сменить. Есть возможность или нет? Здесь, опять же, куча вопросов возникает в связи с тем, что наша власть, она достаточно стала инертной, достаточно озирается там, а что это как бы хуже не было, или как бы мне плохо не было бы. То есть вот такие проблемы есть у нас же. Если бы у нас не было проблем, да, тут же вот забор, о котором мы говорили, он очень символичен. Да? Мы его сейчас воочию наблюдаем, и все, как бы, всем это не нравится. Но точно такой же забор у нас стоит во внешней политике. Мы его сами выставили, я считаю. Да, вот точно такой же трехметровый, с железными пиками забор, мы его выстроили, да, и не хотим, вот, и нам кажется, что мы находимся в безопасной зоне. Но я должен сказать, что это точно так же, как с забором. Те люди, которые находятся за забором, им кажется, что вот до них никто не доберется, да, и там они в безопасности, потому что они как бы в защите. Но они на самом деле могут оказаться в осаде. То есть этот забор символизирует, он работает в две стороны. Когда-то придется выйти из-за забора. Может спешно, может неспешно, да? Но этот забор будет таким же препятствием и для тех, кто находится за ним. Во внешней политике у нас такая же, абсолютно такая идентичная ситуация. Поэтому у нас появился этот забор. У нас тот невидимый, о котором мы говорим, да, там во внешней политике, он уже существует некоторое время, мы на него там внимания как бы не обращаем, но он есть. И поэтому все те вещи, о которых ты говоришь, да, они существуют. Другое дело, что мы, как государство, раз мы объявили об этом, не занимаемся этим практически вообще. Мы зациклились на каких-то проблемах, мы какую-то часть
наших полномочий передали нашему стратегическому партнеру, да, ну, или даже не передали, а вот надеясь на то, что у нас есть стратегический серьезный партнер, что нам обеспечена безопасность, что нам ничего не угрожает. Вот надеясь на все эти вещи, мы ведем себя очень инертно. При этом совершенно в другой ситуации, допустим, взять там 15 лет, 20 лет назад, да, в то время, когда, даже в то время, когда Абхазия не была признана Российской Федерацией, да, мы вели себя совершенно более раскованно, скажем так, более грамотно, да, мы пытались отстоять свое «я», мы пытались отстоять наше государство, мы пытались отстоять какие-то ценности, но постепенно это все ушло. Вот как только появилась такая мнимая безопасность, то появилось как бы и нежелание работать со всем этим. Это все очень обманчиво. Все обманчиво. В нашем современном мире все очень быстро меняется. И вот к этим изменениям Абхазия должна быть готова. Как и на уровне безопасности, так и на уровне там, внешней политики, внутренней политики, экономической политики. Да? Все эти, мы должны максимально подойти к этому очень подготовлено. Да? Потому что надежды, если мы не надеемся на свои собственные силы, то есть мы должны дойти до того, что мы должны надеяться на свои собственные силы, на свое собственное умение, на свою собственную там, грамотность и все присущее там, государственным органам. Если мы этого не можем делать, тогда мы рано или поздно станем придатком или другого государства. Не хочу так вот говорить и даже думать о таких вещах, да, но приходится, да, тогда нас поглотят. Кто нас поглотит, это не имеет никакого значения. Вот мы, как государство, готовы жить со всеми в мире. Да, если кто к нам с войной, значит, у нас такая же реакция. Но если кто к нам с миром, да, то мир должен быть равноправный, равноценный, и мы будем точно так же адекватно должны отвечать на все эти вещи. А так, поэтому у нас сегодня вот мы в состоянии, когда непонятно, что мы хотим вообще. Просто, чтобы нас кормили, поили, давали нам заработную плату, да, никто с нас ни за что не спрашивал, коррупция процветала, мы бы могли воровать сколько угодно, да, вот этого мы хотим. Или мы хотим построить государство, в котором люди будут жить свободно, будут иметь право работать, будут иметь, я не знаю, рабочие места, зарабатывать деньги, воспитывать детей. Ну, что мы выбираем? Это вопрос того, что мы с вами выберем. То, куда мы идем, я считаю, это не путь для Абхазии. Да? Мы завтра окажемся на бумаге государством Республики Абхазия, да, а вот по факту, да, нам не будет принадлежать ничего. Мы же должны понимать, что внешний мир, те же олигархи, это огромные деньги. Да? И сегодня купить маленькую Абхазию по частям, да, скупить ее, это очень легко. Более того, я не уверен, что это не делается. Да? У нас тут шпионов ловят, которые говорят, что да, нам дают деньги, чтобы мы там покупали недвижимость, чтобы мы там приобретали. Мы же за этим не следим, мы же за этим не смотрим. У нас люди получают, ну, вопрос гражданства не хочу поднимать, но те же шпионы, которых там поймали, показывают по телевизору, вдруг оказываются гражданами Абхазии, в свое время там, работая в МГБ Грузии, да, там в 94-м или 96-м году, не помню, я про Гагарского сейчас. Эти все вещи, надо понимать, это процесс сдвинулся с места. Отношение Грузии к Абхазии, оно неизменно, понятно, Грузия хочет вернуть эту территорию, и будет договариваться, и будет это озвучивать. Тем более у них там выборы в конце года, и риторика грузинская, понятно, она не менялась на протяжении многих лет. К сожалению, вот, она и сама не вырабатывает, в общем-то, ну, какое-то свое видение, да, если это не касается какого-то бизнеса, да, каких-то бизнес-интересов, то по каким-то ключевым вопросам, которые там волнуют абхазское общество, вот этой дорожной карты нет.
и нет желания собрать. Инал, я считаю, дорожная карта есть. Она была выработана в послевоенное время. Послевоенное время. Эта дорожная карта существовала. Мы по этой дорожной карте шли. Но мне кажется, что мы заблудились и с этой дороги сошли. Мы просто сошли с этой дороги. Говорит о том, что ее нету, да, она есть. Нет, это понятно, что у нас есть, Илья, Конституция, где все прописано, да, что мы строим, к чему мы идем и так далее. Мы же сошли с этой дороги. Это не потому, что этого нет. Мы пытаемся как бы нарушить многие части нашей Конституции. Мы и нарушаем, Да, и когда мы нарушаем, и безнаказанно нарушаем. И зачастую Конституцию нарушает как раз-таки гарант Конституции. Да, вот, и против этого у нас нет приема никакого. И все. Ну, Нет. ну это уже традиция, да, у нас всегда как бы это такая традиция. Тем не менее, в общем-то, в такие моменты такого геополитического излома, когда все-таки нужно, наверное, больше какие-то собирать рабочие какие-то совещания, проводить мозговые штурмы, что и как на что реагировать. У нас Должна быть ответственность. Перед страной, у руководителей страны должна быть ответственность. И перед страной, и перед народом этой страны. Этой ответственности сегодня нет. Мы сегодня ведем себя не как страна. Давайте говорить уже открыто, честно. Да? Не ведем себя совершенно как страна. Тем более, что мы не можем решить основную часть своих проблем. Не потому, что нет решения этих проблем, не по этой причине, а по причине нежелания мы пошли по наименьшему сопротивлению. Вот в чем причина. Потому что у власти надо находиться ответственным людям, которые будут делать все для того, чтобы страна жила самостоятельно и зарабатывала самостоятельно, жила самостоятельно и и могла бы обеспечить безопасность своей страны. Тем более, что у нас есть, я считаю, что у нас есть большой, скажем так, лучший помощник, да, это наш стратегический партнер. Мы должны воспользоваться этим не как паразитирующие элементы, да, а мы должны воспользоваться помощью Российской Федерации в полной мере для того, чтобы выйти на другой уровень. Мы сегодня отошли от этого совершенно. Нам кажется, что у нас, я повторюсь, но нам кажется, что у нас всегда так будет. Так не будет. Надеемся все-таки, что у нас будет по-другому, по-хорошему. И да, и я думаю, все-таки мы будем закругляться. Я надеюсь, что вот этот забор, который вырос вокруг президентской администрации, он не станет символом как бы вот изменения того видения, каким должно быть, каким должны быть взаимоотношения между абхазским обществом и властью. То есть, да, потому что, да, сейчас это в реальности как бы символизирует, то есть общество одно говорит, об одном шумит, и его волнует там достаточно серьезный круг проблем, на которые там власть как-то иногда с агрессией реагирует, иногда вообще не реагирует. И вот этот забор для меня не означает, что его кто-то будет штурмовать, да? Но сама идея отгородиться от собственного общества, не услышать его, для меня вот это символ этого забора. И я бы, кстати говоря, хотел бы, вот сегодня много критиков этого забора, да, и если у нас власть поменяется, я бы, наверное, хотел бы, чтобы вот те, которые там, допустим, придут к этой власти, чтобы они не цеплялись за этот забор вот так всеми силами, что он необходим и что его уже сносить не надо. Я думаю, первым долгом должны этот забор снести. Я узнал о заборе, знаешь, первое, что пришло мне, какая мысль в голову пришла, я говорю, Господи, кто, интересно, придумал его?
Ну, кто, в какой голове, в какой абхазской голове, традиционной абхазской голове, у которого есть такие понятия, как анам, сапату, есть понятие там, связи с народом, ажлар, да? У кого в голове это родилось? Ну, у кого, как может в наших условиях, в наших сегодняшних реалиях вырасти забор, который отгораживает все государственные структуры от всего народа. Ну, больше от кого отгораживаться? Да, только от народа, больше не от кого. У нас тут внешних врагов в центре Абхазии нету. Поэтому, ну, это, во-первых, претит, если говорить о национальных каких-то вещах, и, ну, это совершенно не наше. Если власть боится открытости, если власть боится многих вещей, говорит открыто, проговаривать и, более того, выходить, я не знаю, там, на общее обозрение, беседовать на эту тему, значит, власть что-то делает не так. И она при этом понимает, что она что-то делает не так, поэтому ей приходится отгораживаться. Надо исходить от этого. В любом случае, мне кажется, наступает такой момент, когда надо что-то в нашей жизни менять. Да? То есть в этом быстро меняющемся мире быть инертным, в общем-то, как бы никак не реагировать на происходящее извне и внутри, я думаю, это непозволительная роскошь в кавычках. Да? И все-таки вынужден буду завершать эту работу и передачу. И я, тем не менее, надеюсь, что как бы тот же забор, вот, который сейчас есть, он не будет забором в наших головах. И я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был Илья Агуня. Мы поговорили об Абхазии, Грузии, о переговорном процессе, о заборе, о нашей внешней политике. В общем-то, да, мы просто зафиксировали, что у нас есть действительно проблема. Я буду прощаться с вами. Илья, большое спасибо. До свидания. Смотрите нас на YouTube-канале «Чегемская правда». Подписывайтесь на него. Подписывайтесь на страницу «Чегемской правды» в Facebook. Смотрите нас на сайте chegem.su. Иногда я комментирую в своем телеграм-канале «Инал Хашик Чегемская правда». Тоже подписывайтесь. До свидания. Счастливо. До новых встреч. До свидания.